Здравствуйте, это «Среда обитания», программа о потребительской культуре, экологии и здоровье. Во второй половине 2017 года нас ждет увеличение платы за коммунальные услуги. Правительство Российской Федерации еще в ноябре утвердило индексы изменений по субъектам Российской Федерации. В Татарстане индекс в пределах 4,2, не самый большой. В интернете легко найти разъяснения, как рассчитываются индексы с учетом значения инфляции, прогноза экономического развития Российской Федерации и поправки на регионы. Возможно, вторая половина года выбрана не случайно, так как летом мы теперь не платим за отопление, но ближе к зиме все прелести повышения будут заметны сполна. Пытаться во всем этом разобраться, как показывает опыт, довольно сложно, но отследить, соблюдены ли границы индекса, можно. Впрочем, сейчас рано об этом задумываться. Тем не менее, сама тема ЖКХ продолжает оставаться стабильно актуальной в любое время года. Поэтому мы не отказываемся от желания разобраться, как жители могут экономить или добиваться качественного предоставления услуг за свои деньги. Сегодня мы попытаемся понять, почему в некоторых домах капитальный ремонт действительно проводят масштабно, а в иных ограничиваются заменой лифта. Согласитесь, хотелось бы пользоваться новыми, возможно, более экономными коммуникациями и видеть относительно прилично выглядящие места общего пользования. Город Казань, улица Деловая, дом номер 6. В 2016 году в нем проводили капитальный ремонт. Как видим, подъезд встречает нас чистотой и свежевыкрашенными стенами и новыми коммуникациями. Вероятно, именно так представляли себе будущее своего дома, которому уже ни много ни мало 88 лет его жильцы. Реальность вы видите сами. Исписанные стены, хаотично расставленные обветшалые провода и проржавевшие трубы. Но в этом доме в 2016 году действительно был проведен капитальный ремонт. Почему тогда после него подъезд этого дома сторожило в таком плачевном состоянии? По Деловой 6 там поменяли инженерную коммуникацию, то есть отопление, вода, канализация и кровлю. А по какой причине не смогли сделать, например, ремонт подъезда? Потому что достаточно страшно мы съездили. Как я в самом начале сказал, это программа, то есть выборочный капитальный ремонт. И работы выбрали именно самые необходимые. То есть, понятно, конечно, всегда хочется, чтобы глаз радовал, например, ремонт подъездов, но инженерная коммуникация – это основа. Оказывается, понятия капитального и текущего ремонта различаются. Ремонт подъезда чаще всего относится к текущему ремонту, а это совсем другая статья расходов. Да и сделать все сразу зачастую жилищникам просто не под силу. То есть эта программа продолжается или он как галочку поставили уже? Капремонт закончен? Там же по позициям все. То есть в любом случае мы же не будем отчитывать, что ремонт подъезда здесь выполнен. Такого не будет. На последующий год это будем формировать, по возможности будем стараться. То есть, получается, это нам не через 25 лет, там, в следующую программу он только попадет? Да, нет, конечно. Может быть, в рамках текущего ремонта на какой-то год удастся поставить, но на будущий год уже распланировано. Пока этого дома, к сожалению, нет. Если дом попал в ближайшие годы или был уже проведен капитальный ремонт по одному из видов работ, которые разрешаются 52-м законом или жилищным кодексом Российской Федерации, например, был заменен лифт, как вы говорите, это не значит, что через 2-3 года или 4 года или в этом году он не может попасть в программу с ремонтом другого конструктивного элемента. Это не исключает его. Если ремонтировалась кровля, и, она должна служить 25 лет, то мы 25 лет эту кровлю, естественно, трогать не должны. Она должна поддерживаться текущим ремонтом. Если ремонтируешь инженерные системы, им гарантия 15 лет, то, конечно, мы 15 лет не должны трогать эти трубы. Они должны работать. Если где-то порвалось, это должно за счет текущего ремонта. Но если мы их не ремонтировали, мы обязаны все равно в течение вот этого долгосрочного периода взять и отремонтировать те инженерные системы дома, которые остались не отремонтированы. В доме номер 59 по улице Поперечно-Базарная, видимо, средств, собранных на капитальный ремонт, хватило в 2016 году лишь на замену лифта. Но в отличие от Деловой 6, жители здесь довольны. Подъезд преобразился. В этом году должен был капремонт быть сделан. Сделан? Как сделан? Сделали. Лестничная площадка сделали очень хорошо, очень красиво. Почтовые ящики ставили, лифт новый ставили. В общем, я довольна. Почему же здесь сосредоточились на ремонте подъезда? По Поперечно-Базарной 59 удалось, в 2016 году заменить лифт на новый. И по текущему ремонту изыскали возможность сделать ремонт подъезда.
И тут у обычного человека, мало знакомого с терминами жилищников, возникает противоречие. Мы думаем, что вот покрасили стены, подновили фасад. Таким и должен быть настоящий капитальный ремонт. А то, что в квартирах текут трубы и электропроводка замыкает, этого же на первый взгляд не видно. Вот что творится внутри квартир в этом доме. Да. Постельные. Я там, вон, дверка есть там, вон, да, смотрите. И сюда, вот тазик у нас. То есть все, когда моются, когда все вытекает. моются, Это вы обращались? Я обращалась, но девчонка идет. Нас обращались там, где там кто-то. Им письмо пришло. Сделайте сами. Мы должны сами делать. Мы как будем делать? Все понятно. Эти работы теперь будут проведены в другой раз, когда жильцы снова соберут достаточное количество средств на ремонт. Но когда это будет? И можно ли как-то сделать его на сумму большую, чем собранные по 5 рублей с квадратного метра дома? Вот если сегодня говорить о формировании программы, да, я уже финансирование сказал, 52% средства собственников. Естественно, 52, то есть к 10 рублям 5 рублей 20 копеек это деньги собственников, и 4 рубля 80 копеек деньги района муниципального образования и республики. То есть фактически 1 к 1 район и республика добавляют деньги, значит, для финансирования капитального ремонта. Программа формируется снизу доверху. То есть ее не формирует министерство или правительство Республики Татарстан. Ее начинают формировать управляющие компании, те организации ТСЖ, управляющие компании. Эти деньги, значит, идут в общий котел, и потом, значит, финансируются те дома, которые вошли в программу. Остальные дома ждут, собирают деньги. Потом те дома, которые уже отремонтированы, они также продолжают собирать эти взносы, так как нужно им рассчитаться с теми домами, которые дали им деньги взаймы на ремонт. Вот такая система действия программы капитального ремонта. В программе капитального ремонта в Татарстане 17 тысяч домов, и все их отремонтировать за раз, конечно, не получается. Да и комплексный ремонт проводят лишь в отдельных домах. Чаще работы ограничиваются несколькими позициями, как, например, в доме 145А по улице Боевая. 126 жителей девятиэтажки близ водозабора ждут капитального ремонта уже 44 года, как раз с момента его постройки. Творится здесь что-то несовместимое с достойной жизнью добропорядочных граждан. Хуже, наверное, только в фавелах Рио-де-Жанейро. И, о чудо, в 2017 году жильцам обещали провести капитальный ремонт. Но что именно будут делать, они не в курсе. Сами видите, даже посмотрели вы. А вот что обещают они? И когда придут, и что будут делать, мы вообще ничего не знаем. Вот ремонты вроде подъезда будут делать они, как сказать, и двери хотели поменять, и окна поменять. А вот конкретно пока еще... Ну, это надо встречаться с прорабом, наверное. На сайте фонда ЖКХ Татарстана, где любой может найти информацию о сроках и видах капитального ремонта в своем доме, информация подтвердилась. В этом году на Боевой 145А будет капитальный ремонт. По единственной статье – замена узлов погодного регулирования. На данный момент в рамках программы капитального ремонта по данному дому прописан вид работ, как замена и установка узлов погодного регулирования. С помощью этого элемента они смогут экономить на платежах за отопление. Вот так. Малюсенький такой капитальный ремонт. Все остальные виды работ запланированы в этом доме аж на 2043 год, кроме замены лифта в 2026. Надеемся, что к своему 88-летию он не развалится, дождавшись наконец долгожданного ремонта. Даже ничего не знаем. Плохо очень, мы накажем, если этого нет. Если они не проводили собрания, жилищная инспекция выпишет предписание, оштрафует управляющую компанию, ее руководителя, как административный штраф. Или кто-то что-то сказал, что у вас так ремонт будет, а они говорят, а мы ничего не знаем. Если несколько штрафов, там 3 штрафа получается, значит, это директор управляющей компании может быть отстранен от этой работы. Что же делать жителям таких многострадальных домов? Жителям данного дома необходимо обратиться в управляющую компанию «Заречье», узнать, сколько денег у них накопилось, затем провести собрание собственников жилищного фонда жилья, написать, решить с жителями о том, что им необходимо провести ремонт подъезда в рамках текущего ремонта, либо косметического ремонта. И таким образом, подписав протокол, обратиться в управляющую компанию. Они должны провести ремонт подъездов, покрасить все стены. В рамках текущего ремонта это делается каждые 5 лет.
Как говорится, волка ноги кормят. Бремя доказывания факта, что вашему дому срочно требуется капитальный ремонт, ложится, увы, на самих жильцов. Но главное, что даже если вы победите в схватке с управляющей компанией и ваш дом включат в программу ремонта, не поленитесь тщательно проверить, какие именно работы будут проводить. Иначе может статься, что все ограничится заменой общедомовых приборов учета. О том, что происходит с животным миром Татарстана, а также как правильно выбирать деликатесную рыбу, мы расскажем в продолжении программы после небольшого блока рекламы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем «Среда обитания» в эфире. Не успел пройти на минувшей неделе День заповедников и национальных парков, как запестрели в средствах массовой информации сообщения о том, что ареал обитания медведей расширился, приблизившись к Казани. А также о появлении в Рыбно-Слободском районе двухметровых змей. Что-то из этого было оспорено специалистами, но мы же замечаем, что стало больше в городе зимовать уток, и лесное зверье все чаще забегает в населенные пункты. Возможно, вы не знали, но именно в заповеднике сейчас можно понять, насколько серьезны эти изменения, так как там никто не вмешивается в естественный ход процессов животного мира. Снежная сказка, иначе и не скажешь. Волжско-Камский природный заповедник – это место, где водятся самые разные представители флоры и фауны нашей республики. Животные здесь обитают в естественных для себя условиях. Даже больному и страдающему от голода зверю или птице не станут оказывать помощь или откармливать. В заповеднике есть железное правило – человек не должен вмешиваться в естественный природный ход событий. Даже если здесь неожиданно появится животное, необычное для этих мест, и начнет агрессивно вытеснять традиционных жителей. Белоспинный дятел – непривычный гость для Татарстана. Имя птицы говорит само за себя. Этот санитар леса обитает на Дальнем Востоке, но в остальной части России встречается редко. Белоспинный дятел внесен в Красную книгу Московской области. Гуляя по заповеднику, нам повезло увидеть и белку, обедавшую на сосне, и лосей, чья численность, к слову, в последние годы не меняется. А вот бобров в республике стало заметно больше. Ой, делать мне нечего. Только вот разных собак из реки вытаскивать. Хотя бобры – это добыча для волков, которые всегда не прочь ими полакомиться. Впрочем, сотрудники заповедника не спешат бить тревогу. Они уверены, увеличение популяции бобра – это временное явление. Между тем, колебания количества животных напрямую влияют на биоразнообразие региона. Лет 30-40 назад у нас стали появляться южные виды. Это хохотун черноголовый, лебедь-шипун, большая белая цапля, ремес. Все эти южные птицы раньше у нас практически не встречались, иногда только залетали, а сейчас практически все они гнездятся у нас в республике. Также и с другими видами. Вот буквально, скажем, последние годы у нас стала очень заметно расти численность косулей в заповеднике. Фиксация фактов – вот главная задача сотрудников заповедника. На первый взгляд, работа сотрудников кажется несложной, но это только видимость. Для того, чтобы увидеть хотя бы одно животное, нам пришлось далеко и долго шагать по огромным сугробам. В последнее время на территории заповедника часто встречают степные виды животных. Причина их миграции – вырубка лесов, которая вынуждает зверей и птиц покидать привычные места обитания. Вырубка лесов привела к тому, что у нас, например, черный лесной хорь исчезает, а степной светлый практически везде доминирует. Также серая куропатка с юга на север продвигается, заяц-русак. Все они вслед за вырубкой лесов, вслед за человеком продвигаются на север. Но есть и вот связано, видимо, все-таки с потеплением. Вот у нас появляется, я уже сказал, лебедь-шипун в большом количестве, который никогда здесь у нас не гнездился. У нас лебедь-кликун обитал.
он тоже более такой северный вид. Вот черноголовый хохотун очень такой наглядный пример. Это крупная чайка. Сейчас она у нас даже гнездится. Именно оно, глобальное потепление, повлияло и на среду обитания некоторых южных насекомых. Яркий пример – богомол. Минувшим летом его часто встречали в наших краях. Это южные насекомые, никогда здесь вообще не встречалось, а буквально за последние 5 лет, наверное, на всей территории республики уже можно встретить богомола. Уже здесь у нас в Раифе он есть, и даже находили севернее, уже в Марийской республике. Осторожно, в заповеднике обитают хищники. Некоторые из них особенно опасны для человека. Если проигнорировать вот такие предупреждающие знаки, то вполне возможно нарваться на неожиданное свидание с медведем. Его часто видят на Раифском участке заповедника, недалеко от поселков. И вероятность встречи местных жителей с хищником с весны до зимы становится реальной опасностью. Прошлый год он у нас здесь в Раифе был, а буквально перед самым Новым годом появился в Сараловском участке. Это в районе Атабаева и Татарских Саралов. Причем там медведь, он не лег в берлогу, а до самого Нового года он ходил. Такие перелетные птицы, как утки и лебеди, остаются зимовать в городах. Это умиляет и озадачивает жителей крупных городов Татарстана. Неужели климат для них стал таким, что улетать уже не требуется? Или это характерно только для городов? И в самом деле, в заповеднике подобное не происходит. Миграция животных в зимний период – это нормальное явление для пернатых. И даже потепление не меняет привычный природный ход, потому что часто причина перелета не только холода. Для многих даже не холод самое страшное, а вот именно то, что нет пищи. Вот в городе до сих пор утки на Серова около остановки, там и воды нет, а они так около остановки держатся. Люди их кормят, и они живут. Казалось бы, водоплавающие птицы, а живут без воды. Видимо, летают на воду куда-нибудь на Кабан, где есть открытая вода около ТЭЦ, а кормятся вот у людей под боком на остановке общественного транспорта. Влияние человека на природу и животный мир трудно переоценить. Любое вмешательство в естественную среду ведет к ее изменениям. И принцип «не навреди» для нашей общей среды обитания актуален на все времена. Новогодние праздники порой затягивают. И далеко не у всех появляется потребность после них резко начать питаться правильно. В частности, желание побаловать себя, например, деликатесной рыбкой почему-то не проходит. Поэтому мы продолжаем с помощью опытных дегустаторов разбираться, какие рыбные деликатесы лучше выбирать. Форель или семга? Что лучше? Вопрос отнюдь не праздный. На прилавках наших магазинов лежат аппетитные кусочки малосоленой рыбы. Но откуда вы знаете, что в упаковке с надписью «форель» или «семга» не засунули, например, более дешевую горбушу? К сожалению, вы вряд ли это узнаете. Единственное, там, я не знаю, может что-то подсказать, там цвет, но даже сами специалисты, они теряются. То есть это только можно будет рассмотреть уже под микроскопом, когда там уже более там рассматривают они эту рыбу подробно. Но если на вид трудно определить рыбный деликатес, то хоть на вкус-то, наверное, можно понять? Можно, отвечают эксперты-дегустаторы, собравшиеся в Госалкогольинспекции Татарстана. На этот раз надзорный орган провел контрольную закупку 2 видов рыбы – слабосоленой форели и семги. Первый на суд экспертов представили форель. Отборочные испытания прошла рыба 3 производителей – торговой марки «Меридиан», город Москва, «Аста», Санкт-Петербург и «Дивный берег», Верхний Услон. Претензий ни к одному из производителей у дегустаторов не было. Мне понравился, я бы хотела отметить второй образец, хоть и косточки попались. По форели на 14 баллов получил у меня тоже 3-й позиции. Больше мне понравилась, она и в меру соленая, и нежная, упругая. Самое главное, что ни в одной рыбе не обнаружено гистамина, могущего вызвать у человека аллергию и мигрень. Итог дегустации был ожидаем. Первое место – форель. По форели. Номер подачи 2. Санкт-Петербург. Второе место – Меридиан, Москва. Номер подачи 3.
И третье место, номер подачи. Первый. Дивный берег наш. Татарстан, Верхнеуслон. Татарстанский производитель занял почетное третье место. Далее на очереди была слабосоленая семга, исключительно вкусный продукт. В ходе дегустации у семги оценивали внешний вид, цвет, консистенцию, запах и вкус. Были представлены 3 образца, прошедшие все предварительные микробиологические и органолептические исследования в лаборатории. Русское море, Московская область, Каждый день, Санкт-Петербург и Татарстанский Дивный берег. Именно в этой последовательности они и финишировали в дегустационном конкурсе. Семга, первый образец, недостаточно упругая была консистенция, в меру соленая. В принципе, рыба неплохая, нежная, сочная, без посторонних привкусов, запахов. По семге также первый образец у меня вообще расслаивался, кусочек такой. Второй образец тоже было расслоение, но не настолько, поэтому я чуть выше оценила. Третий образец, в общем-то, как бы соответствует. Насчет содержания соли хочу сказать, да, в одном образце было чуть больше содержания соли, вот, но там допуски есть у нас, поэтому они как бы уложились в те требования. Верхнеуслонский производитель лишь немного подотстал от столичных. Рыба приятно удивила хорошим качеством, которое иногда можно и на глаз определить. Первое, что нужно сделать при покупке – изучить этикетку. На ней должна быть указана следующая информация. Это данные производителя, дата изготовления, срок годности и условия хранения. Также на этикетке должна быть указана документация, по которой выработан продукт. Это может быть ГОСТ, но наиболее часто это технические условия. Также на этикетке должен быть указан состав продукта. Естественно, это рыба и соль, 2 основных компонента. Содержание соли в продукте может отличаться и варьируется в диапазоне именно для слабосоленой семги от 4 до 10% и слабосоленая форель от 3 до 9%. Более приятный вкус будет у рыбы с меньшим содержанием соли. Обратите внимание на содержание в составе консервантов группы Е. Основными из них являются бензоат натрия, это пищевая добавка с кодом Е211, и сорбат калия, пищевая добавка с кодом Е202. Основными требованиями являются предельно допустимой концентрации этих консервантов в продукции не более 200 мг на килограмм продукта. При испытаниях я видела там, что и смотрели, что там кроме бензоата еще и сорбиновая кислота, там чего только нет, как говорится. Но все это соответствует требованиям, соответствует техническим условиям. Они не превышают своих норм, которые должны быть. Натуральный консервант из представленных образцов обнаружен лишь в семге торговой марки «Русское море». Во всех остальных – Меридиане, Дивном береге и Аста, и в семге, и в форели консервант бензоат натрия. Выводы делать вам, но натуральное обычно лучше. Изучив этикетку, нужно перейти к физическому осмотру. Потрогайте рыбу в упаковке. Она должна быть упругой и без какой-либо жидкости внутри упаковки. Цвет от бледно-розового до красноватого. Слишком же красный цвет – признак нарушения технологий производства. Это может свидетельствовать только об одном – использовании искусственных красителей для придания продукту привлекательного вида. Посмотрите на кусочки. Если видите белые прожилки в филе, берите смело. Рыба высшего качества, без каких-либо химических добавок. Вкус и запах должны быть свойственными продукту. Вкус в меру соленый, поскольку рыба слабосоленая, без посторонних запахов и вкусов. Такая вкусная рыба может получиться не только при правильном производстве, но и при правильном хранении. Сроки хранения слабосоленой рыбы в вакуумной упаковке составляют 30 дней при температуре от 0 до 6 градусов Цельсия и 45 дней при температуре от минус 4 до минус 8 градусов Цельсия. А лучше съесть вскрытую из упаковки рыбу в течение суток. Главное, чтобы вам не попался фальсификат. Это частое явление, которое простому покупателю распознать почти невозможно. Основными видами фальсификации слабосоленой рыбы является подмена более дешевым низкосортным сырьем, как правило, дальневосточного лососевого, кита, горбуша. Еще одним видом фальсификации является несоответствие заявленной массы на упаковке и фактической массе. В целом же на прилавках Татарстана продают более десятка торговых марок семги и форели, и ни в одной из них не было обнаружено опасных для жизни нарушений. И все же будьте бдительны, и не дайте себя обмануть ни производителям, ни продавцам. После новогодних праздников многие отмечают, что организм себя ведет как-то немного не так. Но что с ним такое? Предположить сложно. По больницам ходить наши люди не особенно любят. И вот здесь
Наверное, стоит обратить внимание, что есть какие-то признаки, по которым можно понять, стоит ли встревожиться, стоит ли обратиться к медикам или подождать, пока все и так пройдет. Мы постараемся выяснить, какие эти признаки, и рассказать в одном из ближайших выпусков программы «Среда обитания». А сегодня у меня на этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!